Священнослужители, глава Гагаузии Ирина Влах, сотрудники научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич возложили цветы к могиле Михаила Чакира. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир провел литию. Боже духовью всякие плоти, смерть правы, дьяволу празднивый, живот миру Твоему даровавый, сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, преснопамятных протоиерея Михаила, рабу Божий Ирину, вместе с Петлей, вместе с Данькиным и покойнем, отсюда за ближе поле встречали воздыхание, всякое согрешение соделанием словом или делом или помышлением, яко благий человек любит, Бог прости, яко есть человек и жив будет не согрешит, ты воедин кроме греха. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. 10-е юбилейные православные общеобразовательные чекировские чтения прошли на республиканском уровне. Это мероприятие в память о выдающемся просветителе протоиерее Михаиле Чакире. Первая пленарная сессия чекировских чтений прошла в Кишиневско-Молдавской митрополии. В этот знаменательный и памятный день 162 лет тому назад родился великий просветитель гагаузского народа и молдавского народа, протоиерей Михаил Чакир. И в этот день мы начали его память с молитвы. Молитвы на центральном кладбище у его могилы, послужили литию, помянули его, и после этого собрались здесь, в здании Кишиневско-Молдавской митрополии, чтобы вспомнить об этом великом человеке, великом священнослужителе. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир с сожалением отметил, что в послевоенное время были уничтожены архивы, но он благодарен историкам, которые сегодня буквально по крупицам собирают данные о великом Михаиле Чакире. Мы стараемся собирать все то, что дорого для нашего народа, все то, что напоминает нам о светлом прошлом в нашей истории Православной Церкви Молдовы, и не только Православной Церкви Молдовы, но и нашего государства, я имею в виду и Молдову, и Гагаузию, и Приднестровье. Для нас это один народ, и поэтому мы стараемся всегда и здесь быть вместе, и в Гагаузии быть вместе, и в Приднестровье быть вместе. Единственное, что не разделяет нас, это действительно православная церковь. Михаил Чакир – учитель и священник, оставивший свой неизгладимый след в просвещении гагаузов, а также в изучении их истории. Одновременно с этим он внес особый вклад в развитие духовной жизни и других этносов, проживающих в Бессарабии. Istoria unui popor se menține pe niște piloni puternici, un lucru care nu poate fi astăzi contestat. Și acești piloni nu sunt decât intelectuali națiunii. Unul dintre ei este și protoieriul Mihail Chakir, un mare cărturar al bisericii din Basarabia, un mare iluminist basarabean. Dar pentru noi, găgăuzii, partea integrantă a acestui popor prietenos. Un mare promotor al istoriei, culturii, moralității, religiozității găgăuzilor. Pe durata mandatului meu de bașcană a Găgăuziei am fost inspirată de ideile lui Mihail Chakir despre școlarizarea copiilor basarabeni, inclusiv copiii din Bugeacul Basarabiei. Activitatea protoieriului Mihail Chakir în adunarea zemstvei a fost, în mare parte, legată de problemele de funcționare a instituțiilor de învățământ. A fost un militant pentru prosperitatea Basarabiei. Mihail Chakir este cel care a tradus Sfânta Evanghelie în limba găgăuză. Доктор-хабилитат исторических наук Виктор Цвикун, говоря о значимости личности Михаила Чакира, поблагодарил сотрудников научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич за кропотливый труд с целью увековечения памяти великого просветителя. Во главу исследования
из небытия воскресить те имена, тех людей, которые в значительной степени способствовали развитию и просвещению народа. Сотрудниками научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич собраны различные материалы о жизни, православной и педагогической деятельности Михаила Чекира. Раскрыты неизвестные факты о нем. Виктор Цвикун отметил, что чекировские чтения – это еще один повод для более детального изучения личности Михаила Чекира и всей династии Чекиров. К великому сожалению, педагогическая деятельность Михаила Чекира не представлена в научных исследованиях. Обратите внимание, на протяжении многих десятилетий он являлся не только преподавателем духовной семинарии, он входил и в комитет губернский в Кишиневе по надзору над образованием, над школами и так далее. И особенно, что касается преподавания закона Божия в гимназиях и лицеях. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, который тоже в недостаточной степени освещен и исследован. Речь идет о воспоминаниях современников относительно деятельности и жизни этого человека. Я понимаю, что это трудная работа, потому что необходимо поднять не только архивные материалы, надо просмотреть многочисленные воспоминания тех, кто жил в первой четверти, первой трети 20-го столетия, и где упоминается деятельность и жизнь Михаила Чекира. Я думаю, что недостаточно исследованы и использованы архивные документы, хранящиеся в румынских архивах. К великому сожалению, это является терра инкогнито, хотя период с 1918 по 1938 год очень многие отчеты, различного рода корреспонденция, которая была между Михаилом Чекиром и представителями румынской патриархии, она сохранилась, она есть, и она может быть использована и представлена научной публике. Не только служение православной церкви и преподавание, но и исторические исследования занимали особое место в жизни Михаила Чекира. Его научные статьи и сегодня не теряют своей актуальности, отмечает ведущий научный сотрудник Института культурного наследия Иван Доминика. Интерес Михаила Чекира к истории был еще в период его обучения в Кишиневском духовном училище и в семинарии. Как свидетельствуют источники, здесь он изучал такие предметы, как священная история, гражданская история, история России и всемирная история. Более того, он является одним из учредителей, малоизвестный факт, и членом Бессарабского церковного историко-археологического общества. То есть того общества, которое положило начало исследования церковной истории нашего края еще в царский период. И Михаил Чекир был активным членом этого общества. Он участвовал в научно-исследовательской деятельности. В 1918 году под его авторством выходят 2 статьи, посвященные церкви Успения Божией Матери в Измаиле, а также в Килийской Крестовоздвиженской церкви, были опубликованы в трудах Бессарабского церковного историко-археологического общества, где он поистине как историк применяет архивные документы, был на месте, фотографировал, сделал планы этих церквей. Как заметил доктор-хабилитат исторических наук Иван Доминика, ошибочно считать, что Михаил Чекир начал изучать все, что связано с гагаузами в межвоенный период. Также ошибочны данные, что первые свои статьи о гагаузах он опубликовал в журнале «Воча Бессарабией». Данные архивные доказывают, что еще в 1915 году он впервые начал исследовать эту тему, но не опубликовал эти материалы. Уже в межвоенный период будут изданы 2 монографии. Одна на румынском языке в 1933 году «История Гагаузии Лордин Басарабия», а другая на
гагаузском языке в 1934 году. Важно отметить, что Михаил Чакир, кроме исследовательской деятельности, проводил и свою религиозно-просветительскую деятельность через общественные публичные беседы, лекции. Так в метрополии он собирал слушателей, где, как свидетельствуют источники, применял даже картинки. Представьте, для того времени, мы уже сейчас называем это слайдами, да? Вот тогда он применял картинки и рассказывал о различных аспектах истории. Кандидат исторических наук Степан Булгар несколько своих исследований посвятил Михаилу Чакиру. Он отмечает, что династия Чакиров славится не одними лишь священнослужителями. Этот род подарил культурному и научному сообществу и просветителей, и историков, и художников. Попытки понять, разобраться в самосознании гагаузов, как оно развивалось без школ, без книг, без образования на национальном языке. И становится очевидно, что именно этот род Чакир в протяжении 200 лет, он вел этот народ. У гагаузов связь была духовная со своими православными священниками. Они им верили. И это целая плеяда. Священники, священнослужители, диаконы. Степан Булгар рассказал об еще одном представителе династии Чакиров. Это священник Александр Николаевич Чакир, оставивший заметный след в истории, образовании и культуре тех городов и сел, в которых жил и служил. Он является сыном брата Дмитрия Чакира. Их было 4. Николай младший, Николаевич, который служил, его отец служил, по сведениям, которые пишет Дмитрий Чакир, в Измаильском уезде, в село Галилешт. Много еще надо изучать, но, в общем, биография Александра Чакир уже определяется из тех документов, которые сохранились. Значит, вот церковь деревянная, которая была там, где он служил, была разрушена. Вот теперь церковь построенная, восстановленная. Вот его могила. Мы там были, где он похоронен. Вот камень, который был разрушен, и остались только часть букв ЧА, которые люди собрали. Вот его дети, у него было 4 сына. Вот они. И эти документы уже румынские. Вот я читаю, что приотул Глин коммуна Каларышовка, Жюдету Сорока, Александру Николая Чакира. Какова трагедия? Во время Первой мировой войны разразилась эпидемия туберкулеза. Очень было много больных, и Александр Чакир участвовал в помощи этим больным, и построили при его участии больницу. Александр Чакир умер от тяжелой болезни. Его детей определили в лицей-интернат в Кишиневе. Степан Булгар располагает данными, свидетельствующими о том, что Михаил Чакир посещал племянников и помогал им во всем. И как представляют многие ученые, что история остается абсолютно безликой, если в ней нет какого-то живого человека. Она абсолютно ничего не представляет тогда, когда в ней того человека, который может в своих делах, в своих поступках представить образ своего народа и связать с ней историю, которую предстоит передать своим детям. И как раз личность протоиерея Михаила Чакира является в этом отличительной, что он смог в своей душе вобрать своими трудами и своими примерами все то, что было самое хорошее до него, и смог передать своим детям. Я имею в виду и нас. Очень важно подчеркнуть некоторые еще узлы, которые мне тоже кажется очень важно изучали, потому что протоиерей Михаил Чакир является чаще учеником тех учителей, которые открыли в свое время где-то в 1860-х годах уже школы. Было раньше даже 30, и практически первые учителя это были его наставниками, и он уже очень быстро перенял и смог сформировать то мировоззрение свое личное, которое сочетало в себе сколько ученого, педагога, так и безусловно, пастыря, просветителя. И вот он мог уже развить это.
Мы говорим о том процветающем периоде, тогда, когда были уже открыты университеты. Мы только что перечислили все то, что было важным, так как он был включен в определенный состав комиссии, он начинал те или иные действия. И это, безусловно, это очень важно. Но сегодня очень важно понять такую мысль, что человек, который был служителем культа, не гнушался, считал очень важным для развития общества, чтобы он стал частью всей культуры. Сегодня мы находимся в то время, когда у нас многие вопросы касательно деградации некоторых нравственных основ в нашем обществе. Поэтому, может быть, эту парадигму, которую родил в свое время Пантелей Михайлович, стоит сегодня также использовать и сказать, что сегодня культура может оставаться только таковой в том случае, если она будет связана с тем, что называется культом и служением Богу. Михаил Чекир родился 27 апреля 1861 года. Его не стало на 77-м году жизни. Наследие, оставленное им, бесценно, отмечают участники юбилейных православных общеобразовательных чекировских чтений.